2018 год для профильного министерства был насыщенным и богатым на события. Руководитель Миннации Ингушетии отметил, что в течение года велся контроль за выполнением подведомственными учреждениями закона о СМИ Российской Федерации. По мере необходимости предоставлялись вышестоящие органы власти тематические справки о посвящении периодическими изданиями актуальных для республики тем, проблем, мероприятий, акций. Подведомственная региональному Миннацию национальная телерадиокомпания «Ингушетия» весь год держала в курсе событий телезрителей, освещая все важные мероприятия. На сегодняшний день полностью налажено информационное ежедневное вещание телевидением на ингушском и русском языках. Время вещания 24 часа в сутки. 16 часов из которых составляют контент собственного производства. Это на самом деле очень высокий показатель и действительно большое достижение. За отчетный период министерством продолжена работа за соблюдением телерадиокомпании закона о рекламе. Проводился мониторинг телепередач. Через подведомственные СМИ министерство обеспечивало всестороннюю информационную поддержку мероприятиям и акциям регионального, межрегионального и федерального уровней. В постоянном режиме министерством осуществляется продвижение в социальных сетях материалов, ориентированных на формирование позитивного имиджа Республики Ингушетия. Помимо прочего, в 2018 году реализовано более 30 мероприятий по профилактике экстремизма и духовно-нравственному воспитанию молодежи в общеобразовательных организациях республики, в Ингушском государственном университете, в высших и средних профессиональных учебных заведениях Нальчика, Пятигорска, Ставрополя, Саратова и Астрахани с участием представителей антитеррористической комиссии и духовенства республики. В рамках деятельности по духовно-нравственному воспитанию населения министерством проведены следующие мероприятия с участием общественных организаций, религиозных объединений, молодежи и жителей республики. Мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. Посещение представителями регионального военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Мамаева-Кургана в городе Волгограде, приурочено к 75-летию Победы в Сталинградской битве. Восхождение на Столовую гору. Акция приурочена к священному месяцу Рамадан, шатер Рамадана. Акция приурочена к трагическим событиям осени 1992 года в пригородном районе на мемориале памяти жертв конфликта в городе Назрань. Муслим Яндиев также отметил, что в 2018 году в целях гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений министерством проведены праздничный митинг, посвященный Дню народного единства, акция «Большой этнографический диктант», празднование Дней культуры национальностей, представители которых проживают в Ингушетии. В области развития внешних связей республики функционирует 56 представительств главы Республики Ингушетия. На сегодняшний день действует 21 соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Республики Ингушетия с субъектами Российской Федерации. В рамках подписанных соглашений при содействии представительств главы Республики субъектов Российской Федерации выходцы из Ингушетии получают необходимую квалифицированную медицинскую помощь, трудоустраиваются, поступают на обучение в вузы и СУЗы. Представителями главы республики во всех регионах ведется планомерная работа, направленная на сохранение и развитие культуры, самобытности, духовно-нравственных ценностей ингушского народа, противодействие экстремизму, терроризму и наркомании. Министр добавил, что проведено много работы по укреплению межнациональных и добрососедских отношений. Ежеквартально организовывались выезды граждан на родовые кладбища, в пригородный район и в город Владикавказ РСО Алания. По инициативе Министерства в сельском поселении Дачное пригородного района проведены сельскохозяйственные ярмарки, организованные властями Ингушетии и Северной Осетии в преддверии праздников Мархаш и Гурб. Сформированы и направлены в Объединенную дирекцию Минстроя России сводные списки граждан, участников основного мероприятия на 2019 год, в которые включены 595 семей вынужденных переселенцев, 173 семьи переселенцев из районов крайнего севера. Проведена работа по выдаче государственных жилищных сертификатов в 2018 году в количестве 129. В конце своего доклада руководитель Миннации Ингушетии отметил, что можно констатировать стабильную ситуацию в сфере межнациональных отношений в Республике Ингушетия. Сохраняются гражданский мир и согласие. Этот результат достигнут благодаря слаженной работе министерств и ведомств Республики Ингушетия по реализации государственной национальной политики, а также при постоянном контроле руководства республики. Рина Сычуева, Амина Бокова. Новости 24.